Итак, ребята, всем привет! Как мы знаем, в нашей прекрасной республике Саха-Якутия с 8 по 15 июля проходят международные интеллектуальные игры. В этом году в них будет участвовать около 800 конкурсантов из 18 стран мира. Сегодня 10 июля, второй день игр. Ребят ждет насыщенная программа мероприятий. Нилсет, Международная олимпиада школьников Туймада по точным наукам и деловая игра «Дипломаты будущего». И, конечно же, само грандиозное открытие интеллектуальных игр. Ну что, Андрей, ты готов? Конечно! Тогда погнали! Всем привет! Прямо сейчас мы находимся на торжественном открытии первых международных интеллектуальных игр в спорткомплексе «Триумф». Здесь под одной крышей собрались все участники из разных стран мира, чтобы увидеть целое представление, которое готовили дни напролет. Торжественное открытие включило в себя обращение главных лиц международных интеллектуальных игр и Республики Саха-Якутия, а также театрализованное представление с участием этногрупп и хореографических коллективов республики. Главными героями представления стали 6 ребят, и, к моему удивлению, все они были из разных стран мира. Мне удалось взять интервью у исполнителей главных ролей. Бомба эмоций, ведь мы выступили наконец-то, обрадовали всех участников, настроили их на хорошую и победу игру. Вообще, кстати, это так жарко, но прям я-то даже не дать эмоций. Все ли прошло так, как хотели? Пошло даже лучше, чем мы ожидали. Вернемся к представлению. В своем путешествии в погоне за мечтой они показали зрителям главные достояния Якутии. Все гости с восхищением наблюдали за каждым происходящим действием и спешили запечатлеть момент. Ведь многие участники и гости игр впервые находятся в городе Якутске. I've learned a lot from here. I've learned more about the Yakutian culture, and I'm excited to know more about this country. Так было положено начало международным интеллектуальным играм. Но впереди ребят ждут ответственные дни на самих мероприятиях. Также для наших любимых телезрителей мы подготовили интерактивную игру в виде загадок на научные темы, ответ на которые вы получите в следующих дневниках. Ну а щедрые подарки предоставила нам компания «Азбука». Итак, вопрос дня. Простейший геометрический объект, место, не имеющее измерения. Ваши ответы присылайте по телефону 8 914 228 59 34. Несмотря на такую жару, участники международных интеллектуальных игр проходят сегодня один из первых этапов – увлекательную игру геокешинг. Давайте пойдем и узнаем об этой игре как можно больше. За мной! Для начала, что же такое Нилсет Восток Экспо Sciences? Это не соревновательное мероприятие, выставка проектов молодых ученых. И специально для детей этого направления организаторы решили провести мероприятие под названием геокешинг. Одни из наших коллег, которые придумали геокешинг, они делали это вместе с якутскими волонтерами, которые, пока мы не могли быть здесь, посетили самые интересные места, отобрали их, создали совместно с нашими организаторами квест, который сейчас проходит участники по командам. Они разбились случайным образом, чтобы, помимо того, чтобы посмотрели город, они еще немножко познакомились внутри команд. Ребятам дается список вопросов, ответы на которые они находят, посещая различные места, которые представляют собой исторические и культурные значения для города Якутска. Например, нужно было пойти и сложить числа, написанные на серьге сбоку от дома печати. Да, у меня есть проект, я делаю мороженое из кобыльего молока методом криозаморозки. А расскажи свои впечатления о городе Якутске, когда вы приехали, расскажи. Мы приехали сегодня, несколько часов назад. Якутск очень уютный, вообще похож на Алматы. Не знаю, мне напоминает именно Алтын-Орду. Бәріне сәлем айтамын, мен Якутиядамын. Яғни мен анама, інілеріме сәлем айтамын. Сейчас мы участвуем в экскурсии, мы разделились на группы, то есть у нас там многонациональная, скажем так, группа, и мы ходим по городу Якутску и знакомимся с достопримечательностями. Ну, то есть нам дают задание сходить к такой-то площади, узнать, насколько клумб, например, и все такое. Таким образом, геокешинг – это не только интересная игра, способная сплотить участников игр, но и классная возможность узнать наш город поближе. Сегодня в Доме правительства номер 2 проходит международная деловая игра «Дипломаты будущего», где ребята попробуют себя представителями ЮНЕСКО. Давайте же посмотрим!
Участники обсуждают тему этого года – роль молодежи в процессе развития научной дипломатии. Для ЮНЕСКО образование, наука и культура являются приоритетными направлениями деятельности с момента образования. Деловая игра модели ООН – это в последнее время вид такой очень креативной, очень нужной, эффективной образовательной игры для молодежи. Интересно то, что дети решают не детские вопросы по проблемам в сферах культуры и образования. Детей невозможно отличить от настоящих дипломатов. Ксению Жмурину из Калужской области интересует отношения между Россией и США. В будущем она планирует работать над существующими проблемами. Также она всесторонне развита. Помимо дипломатии, она увлекается искусством. Основами мирных отношений между странами – хорошие отношения между их представителями. Если делегаты разных стран окажутся знакомы друг с другом, им будет легче найти компромиссное решение поставленного вопроса. Я считаю, что дипломат – это человек, который пытается решить актуальные проблемы сегодняшнего дня мирным путем. Я бы выбрала ту страну, которую я представляю сейчас, то есть это Соединенные Штаты Америки, потому что мы сейчас находимся довольно в напряженных отношениях, и улучшение их является задачей первого плана. Какие решения выгодны для нашей страны? Какое решение они примут? За 2 дня юные участники обсудили вот такие серьезные вопросы. В будущем хочется видеть их такими же целеустремленными на успех, но уже дипломатами. На международных интеллектуальных играх собралось много талантливых и разносторонних детей, в том числе и Дарья Верховцева из Республики Хакасия. Я приехала с проектом по физике, он называется «Видимые звуки». В нем я доказала, что звуки можно не только слышать, но и видеть. Я использовала произведения немецких физиков, таких как трубка Кунда, Рубенса и фигуры Хладни. Я ездила после этого уже на всероссийский конкурс имени Вернадского, там заняла везде первые места, и сейчас вот приехала в Якутию на уже международный уровень. Несмотря на занятость в научной сфере, она успевает заниматься другими видами деятельности, посещает театральную студию и увлекается рисованием. Я с детства творческий достаточно человек, всегда посещала какие-то кружки, ходила в художественную школу, на танцы, на другие разные кружки. Сейчас я посещаю театральную студию. Всем привет! И сейчас мы находимся на долгожданном открытии международных интеллектуальных игр, прямо в Триумфе, и вон там уже все происходит. Пойдемте за нами. Вы не представляете, но прямо сейчас мы находимся за кулисами нашего открытия. Давайте же посмотрим, что там. А вы из какого-то ансамбля? Мы из народного ансамбля «Сандал». Но мы участвуем в открытии, танцуем танец «Первый снег» и в финале. Подготовка на самом деле началась задолго до того, что само мероприятие, соответственно. Последние несколько дней шли масштабные репетиции, генеральные прогоны, и за день до самого открытия прошла самая масштабная репетиция, полная, то есть как проходило открытие. Вот, в принципе, все. Я очень рада была тебя видеть сегодня. Спасибо большое. Это мини-поздравление было для тебя большим сюрпризом? Да, Ты на самом деле рада? да, очень рада. Да, мы поздравляем тебя с этим прекрасным праздником. Желаем тебе всего самого наилучшего и, самое главное, наверное, удачи на этой неделе. Да, ты справишься. Все, пока. Смотрите дневники международных интеллектуальных игр в 9 часов на НВК Саха. С
second day of Yakutsk International Science Games comes to closure and we are ready to sum events up. And for now, we want to introduce our direct quest to immense and Georgia's Republic of Sakha-Yakutia. So, what the first 2 days of International Intellectual Games was like? From the early morning, participants were waiting for one of the most exciting stages of games, geocaching. The game is a city tour. While the game, children get acquainted with Yakutia history and finding answers to the questions they ask in certain places. We also visited competitions where the minds from all over the world gathered in on 3D modeling and on the International Olympiad of School Children of Tuimada in the natural scientific direction. This Olympiad is the ancestor of the International Intellectual Games. Also on that day, there were debates on the topic the role of youth in scientific diplomacy, in the business game Diplomats of the Future, and it involved 58 participants from Russia. And in the evening, a spectacular event took place, the opening ceremony of International Intellectual Games in the capital of Republic, Yakutsk. The main people of Republic and International Intellectual Games congratulates children with the development of games, wish success and good luck. Then the games organizers have presented a fabulous view of Yakutia, the edge of permafrost. The heroes of the performance are children who came from all over the world to see them through the beauty of Yakutia. Travel is not without adventures. They meet with the inhabitants of the winter forest, deer, Arctic foxes and wolves. And also they meet with Khotun, Northern Lights, one of the most beautiful natural phenomena. The Northern Lights consecrate the way to the heroes and they find own way to their dreams. To see the mammoth on the amazing and sacred Lina pillars, one of the UNESCO masterpieces. The owner of the Lina pillars asks them to sing a song about peace and friendship, which they do with a great pleasure. The mountain's master shows his possessions of unique beauty. Age-old stone pillars are opened and amazing animals, mammoths, who lived here many thousand years ago, come out to meet the children. The holidays of friendship begins, and the lights of the International Intellectual Games are lit. Вот так вот насыщенно прошел второй день международных интеллектуальных игр. Следите за нашими дневниками каждый день на телеканале НВК Саха в 21:00. Всем пока, до новых встреч!